Сорок, караоке-клуб Гэтсби. Все это имеет отношение к Сурабалдиевой. Но она на этом не остановилась и решила расшириться, но уже в самом центре. По улице Орозбекова от Токтагула до Киевской стоит ресторан «Марио», одно из элитных заведений. Чайнатаун – популярная китайская кухня. Уголек – сеть национальных блюд. Иркесе – кафе с этническим колоритом. Омар Хайям – сеть кальянной, использующая популярностью у молодежи. Ресторан Нар и кафе Уста. По предварительным данным, только от аренды этих заведений Эльвира Сурабалдиева в месяц получает около 150 тысяч долларов США. Эмнеге мага тийиштүү? Мен ага тиешим жок. Ал мага тиешим жок. Менин бир тууганыма тиешим жок. Менин атам, апам, эки сиңдим, иним, төртөөбүзбү? Менин апам, менин туугандарым, менин бир туугандарыма тиешим жок. Сама Сурабалдиева не числится как владелец или учредитель данных заведений, но ее родственники все же появились в документах, которые в открытом доступе в Минюстом. Так, все заведения, расположенные на южной магистрали, принадлежат фирме ОСО «Бигмар», учредителем которого является Асаналиева Джидебюбы Бакировна. Кстати, она же, в свою очередь, приходится матерью экс-депутата Джангыша Кудайбергенова. Ну а Джангыш приходится двоюродным братом покойному отцу Эльвиры Сурабалдиевой. Мэрия деген ошол убакытта деген арендага берип салат экен, муниципальный жер, бул жерде университет колдонбойт деп. Текшерүүчү органдар мамлекет деген кичинекей киоскту унутпайт да. Кичинекей бир объектилердин жанын койбойсуңар. То есть кафе, ресторандарда без уведомления текшерүү жүргүзүүгө уруксат берип атабыз, туурабы? Иликтөөдөгү материалдардын баары фейк деп атасыздарбы? Тут же мы разберем территорию в микрорайоне Асанбай. Эльвира Сурабалдиева арендует землю почти в 6 гектаров. Средняя цена за 1/100 в данной местности составила 50 тысяч долларов до того времени. Соответственно, данная земля обошлась нардепу в 300 миллионов долларов США. Второй блок – это рестораны и кафе на улице Орозбекова. Тут нардеп арендует 1,5 гектара земли. В свое время стоимость 1/100 составляла 80 тысяч долларов. Таким образом, участок обошелся Сурабалдиевой в 10 миллионов 400 тысяч долларов США. Владельцем данной земли числится Интерпарт Компани, учредителем которого тоже является вышеупомянутая Асаналиева Джидебюбы. Говоря обычным языком, семья Сурабалдиевой и ее родные арендуют эти земли, строят рестораны и сдают в аренду, получая на этом многомиллионное состояние. Ну а теперь для ясности мы хотим еще раз перечислить весь бизнес депутата Эльвиры Сурабалдиевой.